В общем, встречайте, продолжит Роман Некрасов. Всем привет, всем веселого, доброго вечера, дайте шума. Круто, я впервые на столько народу выступаю просто. В смысле, столько народу в зале, я первый раз вижу, да. Ну ладно, всем привет еще раз. Знаете, в детстве мне бабушка всегда говорила, если у тебя болит голова, то значит ты о чем-то плохом думаешь. Если у тебя болят глаза, значит ты где-то не там посмотрел или не то посмотрел. Если у тебя болят уши, значит ты что-то не то подслушал. По такому принципу, если у тебя двухлодыжечный перелом, значит ты не туда пошел просто. А если черепно-мозговая травма, то ты, видимо, за базаром не следишь. Именно поэтому я стал работать на скорой. И знаете, мне друзья мои спрашивают, я спрашиваю друзей, кем я работаю? Они такие, водителем. Я говорю, пацаны, для того, чтобы работать водителем, я должен весить больше, чем руль на УАЗике. Они говорят, санитаром, наверное. Скажите, для санитара я выгляжу слишком охеренно, да? Но я работаю фельдшером. Да, фельдшером. Просто это звучит как мерчендайзер. Здесь нет в зале мерчендайзера. Просто принцип работы один и тот же. Переложил этого туда, этого сюда, туда это довез, на полочку выложил. Принцип один и тот же, да. Вообще, на своей работе мы считаем себя супергероями. А что? Смотрите, у нас есть супер костюм, у нас есть супер машина, у нас есть супер препараты, которые знаем, как мы применять, чтобы вам было хорошо. Вот. Наших имен никто не знает. В средствах массовой информации про нас говорят херню. Работаем в основном по ночам. Знаете, эдакий, днем я мэр города, а ночью я кто-то другой. Я что-то другое. Действительно, разбуди меня в 3 утра, я буду что-то другое. Знаете, недавно понял, что может быть циничнее медработника. Это семья медработников. Просто представьте, обычная ситуация, приходит он, в обычной рядовой семье, он приходит домой, я там этого посадил, там был корпорат, там потом, а я ногти покрасил, там, да. А у меня в семье супруга работает акушеркой. Потом каждый наш разговор превращается в планерку. В общем, это родила, у нее там кесарево было, этот бухой валялся. Потом это родила, у нее там тазовое прилежание, этот бухой валялся. И даже сын на этой волне стал приходить домой со школы чуть пораньше. Мы такие, в чем дело, сынок, что случилось? Он такой, да прикинь, я училке сказал, что у меня вегетососудистая дистония по гипертоническому типу. А ему 8 лет. Да. Вообще наши стационары в последнее время стали похожи на бордель. Пациенты считают себя клиентами. Заведующего держат за сутенеров, персонал за проституток. И все звонят на скорую, чтобы вызвать машинку. Знаете, одна такая позвонила. Алло, здравствуйте, можно мне машинку, пожалуйста? Я такой, 2-88882. В смысле, мне нужна машинка скорая? Сейчас в детский мир сгоняем, газельку купим и принесем, да. Знаете, я дома у себя иногда себя ощущаю как двуликий из Бэтмена. Знаете, да, кто это такой двуликий из Бэтмена? Орешки подкидывал. Просто сейчас мужики меня все поймут. Это когда у вас дома находится супруга и ваша мама. Да не знаю, это просто между адом и адом. Это как сходить на Лигу справедливости и ни хрена ничего не понять. Или как сходить на концерт Бузовой или на концерт Тимати. Вообще жесть. Но я своей супруге дал давно понять. Неважно, Монтеки или Капулетти, главное это Некрасов. Но картошку я все равно сажаю в Капулетти. Я заметил, что меня в последнее время стали бесить детские страхи. Просто знаете, да, дети очень боятся темноты. Знаете, мой сын очень боится темноты, и он когда идет к себе в комнату, он включает свет везде, во всей квартире. Было такое, да? Да, стопудово. Это знаете, он заходит, прихожка, маленький коридор, туалет, ванна, своя комната. А потом, чтобы счетчик не мотать, он обратно все это выключает и ведет к себе в комнату. Просто зачем он это делает? Чтобы посмотреть, как батя охеренно провел проводку? На самом деле это очень смелый поступок. Взглянуть страху в глаза, включить свет и увидеть чудище. Зачем они это делают просто? Зачем? Просто что он рассчитывает, что чудище такое, ой, извините, вы меня увидели, у меня светофобия, вы знаете, и вообще я сегодня не побрился, у меня шрам на все лицо.
И закройте форточку, мне еще сегодня дежурить у Петрова под кровать, а там, знаете, полы не утеплены. Мы все чего-то боимся, да, ведь? Все. Вот я арахнофоб. Знаете, что это, кто это такой? Который боится... Пауков боится, да, я боюсь пауков. Не вот этих пиздюшат таких, знаете, или таких длинноногих, которые, как я. А такие пауки, которые размером с ладони весят 200 грамм. Вы знаете такой? 200 грамм убийства просто. Меня мама в детстве всегда ругала, что я ходил в туалет по-маленькому, всегда мимо унитаза. На ободок или мимо? Не, ну а как она хотела? Мне же надо смотреть вентиляцию, где паутина. А еще когда сын у меня боится, он всегда под одеялом такой, фу, спрятался. Не, на чем он рассчитывает? Что типа чудище такой, а где же мой Ярик? А где же Ярик? О, здесь нету. Пойду схожу в туалет. А, там батя сейчас мимо туалета ссыт. Недавно, короче, решил прочитать информацию о Путине. Ну, сейчас можно, да, об этом говорить, да? Или наоборот нельзя, я не знаю. Ну ладно, мы все равно расскажем, да. Решил посмотреть информацию о Путине, о его родственниках. И знаете, когда начал убивать в интернете, у меня половина сайтов сразу же заблокировалась просто. Я обнаружил, что все мужчины у Путина работают под фамилией Путин. Ну там деверь, там Шурин, там какой-нибудь там двоюродный брат, и все они бизнесмены, просто Путин бизнесмен. А женщины в его семье, ну там супруга и 2 дочки, у них другие фамилии. Они всегда учились и работали под другими фамилиями, скрыть, так сказать, тайну личной жизни. Маша, по-моему, и Катя их зовут, им где-то 31-33 года. Вот, но они сейчас замужем. Я просто представляете, как это было, происходило знакомство с папой. Он такой приходит, такой, здравствуй, папа, знакомься, это мой друг, Ромой зовут. Не, ну а что не помечтать, да? Он работает на скорой. Папа такой газетку убирает, такой, здравствуйте, Роман Константинович Некрасов, 86-го года рождения, близнецы по гороскопу, в 2004-м голосовавший за партию Яблоко. Да. Но я понимаю, это был неверный выбор, но с моей дочкой это правильный выбор, да. И я такой, господи, и он такой, ипотека 20 лет, но зато в двушке, работает в бюджете. Что ж делать? Ну все, в общем, Сергей Лавров, запишите, что удвоим бюджет здравоохранения, да? Я уже дальше пошел, знакомить его со своими родителями. Такой приходит, мама такая, здравствуйте, Маргарита Анатольевна, 67-го года рождения. Папы нету. Сергей Лавров, вы сегодня вечером не заняты? Да, хорошо. Вот, но знаете, в чем проблема? Как расстаться с такой девушкой? Как расстаться? Да, как ты ей скажешь, что извини, типа пока, да? Тебя ж потом ФСБ найдет везде. Просто я нашел выход, я скажу ей так. Дело не во мне, и дело даже не в тебе. Просто я в 2018-м голосовал за Жириновского. Еще я решил еще про Путина дальше посмотреть. Вы знаете, сколько у него наград? У него 3 государственные награды и, внимание, 22 зарубежные. 22 зарубежные. Одна из них звучит так. Золотая медаль Сената и Конгресса Кортесов генеральных. Просто за что ее можно было получить? За связь с ацтеками? Тут подтверждает теория, что Путину все-таки не 70, а 500 лет. Знаете, там еще у него есть ведомственные награды, религиозные, там, спортивные, он же дзюдоист, да? Вот. Просто за что их можно было получить? За что? Ну вот, допустим, медаль за сотрудничество с Туркменией. Знаете, за что он ее получил? Он простил им госдолг. Госдолг. То есть по такому принципу, если он захочет получить медаль какой-нибудь Уругвая, он просто простит им госдолг. А знаете, сколько нам должны? 66,5, сука, долларов! Знаете, сколько это в рублях? 4 триллиона рублей. 4 триллиона! Вы знаете, что на эти деньги можно купить Грецию или Вьетнам? Просто, ну, по крайней мере, это будут уже наши южные курорты. Знаете, реклама такая. Курорты греко-вьетнамского края. С нами веселее. Спасибо. Сейчас соберусь. Но проблема, знаете что?
Вот за эти деньги мог бы простить нам всем ипотеку, да? Да, да, ну скажите, эй, давайте простите. 4 триллиона всем россиянам простить просто хватит. Просто по такому принципу, если ты должен государству, тебя найдут. Найдут из-под земли достанут в прямом смысле этого слова. А если государство тебе должно какое-то, то это... Просто я себе представил, если бы были государственные коллекторы, знаете, такого государственных масштабов. И такой звонок во Францию. Да, Франция нам тоже должна. Алло, бонжур, Эммануэль. Не-не, сейчас это не кадры эротического фильма. Эммануэль, так зовут президента Франции. Эммануэль Макрон. Бонжур, Эммануэль. Что, не спишь? Я ненадолго. Что говоришь, уже 15 лет как ненадолго? Это тебя беспокоит коллекторское агентство Владимирский Централ? А почему репортеры у тебя дома? Ну, это мы снимаем программу РЕН-ТВ, программа «Антиколлектор». Да-да. Скажи спасибо, что тополя и из окна не видны. Ну и все, в принципе, я сейчас скажу такую фразу медицинскую. Фортуна нон пенис ин манус нон рецепе. Судьба не член, в руку не возьмешь.